Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутии завершено расследование по делу насильника-педофила. Доказательной базой стал генетический материал, оставленный на жевательной резинке. Следователи установили, что в конце марта 2008 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в помещении здания котельной одного из сел района, высказывая угрозы убийством в случае сопротивления, совершил изнасилование 15-летней школьницы. Девочка прибыла на каникулы к родственникам из другого населенного пункта и попросту не смогла назвать либо описать преступника. В ходе расследования уголовного дела у потерпевшей и у всех возможных фигурантов была изъята одежда, в которой они находились в ночь совершения преступления. По результатам судебной и генотипоскопической экспертизы на куртке несовершеннолетней потерпевшей обнаружены следы биологического происхождения. Следователи выяснили, что данное вещество принадлежит одному из мужчин, который ранее проходил по делу в качестве свидетеля. Также по результатам данной экспертизы на жевательной резинке, изъятой с места происшествия, обнаружен биологический материал, принадлежащий этому же лицу. Министерство охраны природы Якутии начало проверку по факту загрязнения водного объекта в Нерюнгринском районе. Госинспекторами Нерюнгринского комитета проводится обследование территории и акватории береговой линии водного объекта в целях установления фактов загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отметим, что проверка началась в связи с появлением в сети интернет видеозаписи, на кадрах которой видно загрязнение объекта в Нерюнгринском районе. Министерство охраны природы Якутии просит общественность указывать точное место и дату видеосъемки для ускорения административного расследования. Первую камеру смотри. Шум из СИЗО мешает жителям. В Мархе, рядом с домом по улице Якова Петерса, 3, расположено новое здание СИЗО. Жители жалуются на крики, шум вокруг их дома. Круглый год с 6 часов вечера до самого утра приходят родственники и друзья к сидящим и общаются с ними через ограждение, кричат друг другу. Жители практически знают наизусть, кто за что сидит и у кого какие проблемы. Отчаявшиеся жители несколько раз звонили в дежурную часть изолятора, но пока все безрезультатно. А в дежурной части ссылаются на то, что за ограждением не их территория. И лично мне ответили не один раз. Звоните в 3-й ГОМ. Мы к улице не касаемся. Решайте свои проблемы сами, получается. Ну, года 2-3, наверное, уже началось это все. Когда поставили новый забор. Вот здание возвели и поставили забор. И началось у нас, как в санатории сюда ходят. Постоянно переклички, постоянно люди по теплотрассам ходят, выпившие, кричат. У жительницы города Мирный похитили 70 тысяч рублей. Незадолго до случившегося потерпевшая решила снять в банкомате деньги. Сделала запрос, заметила, что банкомат завис. Подумав, что он сломался, женщина забрала карту и подошла к другому терминалу, так и не заметив, что банкомат выдал средства, оставленные в лотке терминала купюры. Заметил 49-летний подозреваемый. Конечно же, взял деньги и купил алкоголь и ювелирку. Еще одно преступление из Мирнинского района. Супружеская пара разместила объявление о продаже тренажера. Через некоторое время им позвонил молодой человек и предложил супругам сразу перевести предоплату. Для этого он попросил продиктовать данные банковской карты, а затем код безопасности, который придет в СМС-сообщении. После того, как супруга потерпевшего выполнила все действия, ей пришло сообщение о снятии с карты 13 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Ну а житель села Нижний Куранах Алданского района Якутии украл из кассы магазина 32 тысячи рублей. Он был ранее судим. Полиция сообщает, что подозреваемый зашел в магазин за продуктами. В это время продавец отошла за товаром. Мужчина воспользовался моментом и украл деньги. 1 мая госавтоинспекция выявила около 500 нарушений правил дорожной безопасности. Было поймано 26 водителей в нетрезвом состоянии. Кроме того, 6 человек задержаны за пьянство за рулем во второй раз. Также 1 мая в Мирнинском районе произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной Mazda, начал обгонять автомобиль Toyota Corona. Выехав на встречную полосу, водитель Mazda столкнулся с Toyota Probox, после чего совершил столкновение с попутной Короной. В результате ДТП пассажирка автомобиля Probox получила черепно-мозговую травму и ушибы. Пьяный водитель Мазды права на управление транспортными средствами не имел. Сам водитель повреждений не получил. Отделался испугом и 22-летний пассажир. В отношении виновника аварии составлен административный материал.
Между тем, на территории Нерюнгринского района прошли соревнования по функциональному силовому многоборью среди пожарных и спасателей. Этапы включили в себя силовые упражнения, имитацию спасения человека из-под завала, буксирование автомобиля на мягкой цепке. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. Силовое многоборье или кроссфит – популярный вид спорта, включающий в себя упражнения на тренировку силы, выносливости и кардионагрузку. Со всем этим пожарным приходится сталкиваться в своей реальной работе. В год здорового образа жизни в Нерюнгринском районе такие соревнования популяризируют профессию пожарного и спасателя, пропагандируют силовые виды спорта и здоровый образ жизни. Проводим мы их также с целью того, чтобы показать людям действительно, чем занимаются пожарные, какие навыки имеют, с чем им приходится сталкиваться при выполнении своих обязанностей, при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сами пожарные согласны, что в связи с их нелегкой служебной деятельностью функциональное многоборье нужно не просто поддерживать, но и активно развивать. Специалисты экстренных служб всегда должны быть готовы к неожиданным ситуациям, а многоборье как раз дает такую возможность, развивая выносливость. Работа пожарного она вообще нелегкая. Нелегко. В принципе. Пожарно-спасательный кроссфит – это эстафета из 5 этапов по 80 метров. Полная протяженность трассы соревнований в Нерюнгри составила 400 метров. 10 команд по 5 человек. Каждый участник выполняет свои упражнения и передает эстафету следующему огнеборцу. Выступают участники в индивидуальной боевой одежде и снаряжении. Рукава надо сцеплять и 8 скручивать. И дальше кидать мешок 40-килограммовый. У нас впервые такие соревнования подобные проводятся. Классно. Борьба была напряженная. И несмотря на ледяной, совсем не весенний ветер на улице, коллеги и болельщики активно подбадривали участников. Призовое место на впервые проводимом пожарно-спасательном кроссфите в Нерюнгри завоевала команда пожарной части номер 1 города Нерюнгри. Екатерина Павлова, Аяла Моцев, Нерюнгри. На этом у меня все. Берегите себя.